Ежегодно в летнее время в Республике Коми становится больше сообщений о несчастных случаях на воде. Взрослые и дети пренебрегают правилами поведения у реки и купаются в запрещенных местах. В Инте постоянно проводятся профилактические рейды по местам массового отдыха горожан. В жаркие дни представители городской администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов инспектируют несанкционированные пляжи и напоминают людям о правилах безопасности. Несмотря на многочисленные предупреждения, в солнечные дни люди устремляются на природу. Взрослым и детям нравится отдыхать на берегу реки. Интинцы загорают, купаются, разводят костры, забывая о правилах безопасности. Во избежание несчастных случаев у водоемов и в лесу специалисты проводят с населением разъяснительные беседы. Рейды проводятся на постоянной основе. Стараемся ежедневно выходить на такие профилактические рейды с сотрудниками администрации, сотрудники ОНДПР, сотрудники ГИМС, сотрудники ОМВД. Все стараемся объяснить нашим жителям, что у нас нет мест, оборудованных специально для купания. В хорошую погоду на несанкционированных пляжах возле Интинской ТЭЦ всегда много отдыхающих. Горожан предупреждают, что заходить в воду нельзя, так как пляж не обустроен для массового отдыха. В связи с введенным на территории Республики Коми особым противопожарным режимом также запрещено разжигать костры. Жителям Приполярья раздают памятки. Особое внимание уделяется детям, которые отдыхают на природе без взрослых. Противопожарный режим введен в город Инта по всей Республике Коми. Жечь костры не запрещено. То же самое место не оборудовано. Возьмите вон у кого-нибудь бутылку, да потушите. Несмотря на многочисленные предупреждения об опасности, интинцев, желающих развести костер на природе и искупаться в необорудованных местах, меньше не становится. Горожан не останавливают ни запрещающие знаки, ни грязная вода, ни плохое дно, ни отсутствие спасателей и медиков для оказания экстренной помощи. Сотрудники полиции, городской администрации и ГИМС призывают родителей проявить больше ответственности и следить за тем, как их дети проводят свободное время. Во-первых, у нас течение реки очень большое, что не соответствует тоже требованиям, и может оказаться и ямы, и осколки, и стекла. Все это обследовали водолазы и выявили то, что у нас не положено в этом месте купаться. Здесь купание запрещено, да, на будущее. Вы знали, может, вы скажете своим родным, знакомым. А где можно? У нас, к сожалению, нельзя нигде. У нас пляжи не оборудованы. Если когда-нибудь нам оборудуют пляж, тогда... Всех уведомим. И детей тоже по-хорошему без присмотра на речке не оставим. Ну, просто камень. Ну да, я понимаю. Все, спасибо. Отдыхая у водоемов, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, люди подвергают свою жизнь серьезной опасности. На дне реки могут быть глубокие ямы, острые предметы, строительный мусор, куски арматуры, шифера, камни. Также в воде могут содержаться болезнетворные бактерии. Чтобы отдых на природе не был омрачен, необходимо соблюдать правила безопасности на воде и требования властей.